Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары. Бүгін халықпен есеп беру кездесуін онлайн форматында өткіземіз. Тікелей эфир арқылы облыстың барлық кез келген адам өз сұрағын қоя алады. Регламент бойынша осы есептік кездесу 1 сағат көлемінде өтеді. Полиция департаментінің әлеуметтік парақшаларында қылмыстың жай-күйі туралы инфографика жарияланған. Добрый день, уважаемые жители области. Сегодня отчетную встречу проводим в онлайн-формате. В прямом эфире каждый желающий сможет задать интересующий вопрос. На социальных страницах Департамента полиции была размещена инфографика о состоянии преступности за 2024 год. Регламент отчетной встречи составляет 1 час. Сөз Қостанай облысы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Ерлан Жұмаситұлы Файзуллинге беріледі. Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары. Өңірдегі криминогендік ахуал тұрақты, қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны төмендеді. Кісі өлтіру, тонау, бөтеннің мүлкін ұрлау, автокөлікті айдап әкету, алаяқтық, бопсалау азайды. Қоғамдық орындарда және көшелерде, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдер арасында қылмыстар да төмендеді. Сонымен қатар 2024 жылы қылмыстардың 27% масаң күйде жасалған. Несмотря на принятые меры снизить количество уголовных правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, не удалось. Каждое 4-е преступление в нашем регионе совершается именно после употребления алкоголя. По этому показателю по республике Кустанайская область на 2-м месте. Рост алкогольной преступности зарегистрирован в 8 из 20 районов области. Полиции во взаимодействии с общественностью проведен комплекс профилактических мероприятий общего и индивидуального характера. В 2024 году к административной ответственности за распитие алкоголя в общественные места привлечено свыше 17 тысяч лиц, что более чем на треть выше аналогичного показателя 2023 года, или на 4,2 тысячи нарушений. Более 3 тысяч или 18,6% лиц понесли наказание за повторное нарушение, из которых 2287 отбыли наказание в виде административного ареста. Центр адаптации и детоксикации для вытрезвления помещено свыше 25 тысяч лиц. Усилен полицейский надзор за лицами из потенциально опасной группы риска. Это алкоголики, нарушители общественного порядка, семейные дебоширы. В отношении этой категории граждан применяются запреты в судебном порядке на употребление алкоголя даже дома. Вынесено почти 4000 таких решений. Все эти лица взяты на учет полиции. За нарушение установленных запретов свыше 4000 лиц, а это почти в 2 раза больше, чем в 2023 году, отбыли наказание в виде ареста. Отдельные лица, а таких более 500 человек, с начала года неоднократно от 3 до 9 раз помещались под административный арест. Кроме того, судами вынесено порядка 400 решений о направлении на принудительное лечение от наркологической зависимости, а это сравнимо с численностью одного сельского округа. 120 лиц повторно направлялись на лечение. Однако, фактически лечение прошли только 354 лица. 46 ожидают в своей очереди ввиду отсутствия свободных коек-мест медицинской организации. До сих пор остается открытый вопрос об увеличении мощности единственного специального учреждения со 185 до 250 коек-мест. Что касается контроля за реализацией алкогольной продукции, на сегодняшний день в области насчитывается более 5000 объектов торговли спиртными напитками. К административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции привлечено 295 субъектов предпринимательства. В 2023 году 251. Санкции статьи 200 административного кодекса довольно суровые, однако отдельные предприниматели от нарушения закона это не останавливают. К примеру, по городу Кустанаю
магазин «Весна» в течение года 6 раз привлекались к административной ответственности. Магазин 215 – 5 раз. Магазин «Арман» – 4-жды. Есть неоднократные жалобы кустанайцев на такие магазины, как «Жагат», «Акниет», «Пивнов», «Зеленый». Для повышения эффективности работы профилактики пьянства и алкоголизма с сентября месяца прошлого года в регионе реализуется проект «Мадини Кугам» на 24-25 годы рассчитанный. В рамках проекта с учетом пробелов правоприменительной практики совместно с заинтересованными государственными органами готовится пакет предложений об ужесточении требований к розничной реализации алкоголя. Совместно с Управлением здравоохранения рассмотрен вопрос расширения коек мест действующего Центра временной адаптации и детоксикации медвытрезвителя в городе Кустанай. Сегодня по области имеется 4 медвытрезвителя на 75 коек мест. Это в городе Кустанай, Архалык, Рудный, Тобол. Этого недостаточно. В день в Кустанае полицейские помещают около 50 нетрезвых лиц. По нашим оценкам, мощность этого учреждения должна составлять не менее 100 коек мест. На сегодняшний день во взаимодействии с местными исполнительными органами уже увеличено число коек мест ЦВАТ города Кустаная, Рудного, Аркалыка. Открыт новый ЦВАТ Тобол на 10 коек мест. В планах создания медвытрезвителей в городе Лисаков, Светогора, поселок Карабалык. Вместе с тем, открыты 2 дополнительных пункта медицинского освидетельствования в городе Кустанай на базе поликлиник и в 73 сельских округах. Совместно с Управлением здравоохранения планируется увеличение количества медицинских работников, имеющих сертификат для проведения экспертиз по районам и сельским округам, где имеются фельдшерские, акушерские пункты. Кроме того, в общественных комиссиях при акиматах наиболее авторитетные жители дают моральную оценку поведения лиц, злоупотребляющих алкоголем. Таким образом, действует система общественного порицания. В 2024 году на территории области насчитывалось 6 населенных пунктов, жители которых отказались от алкоголя. В этих селах по сей день не зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения или факта семейно-бытового насилия. В текущем году стали непьющими еще 2 села в Узунпольском районе. В рамках этого же проекта с привлечением волонтерских движений, представителей СМИ и общественности запланированы рейды по торговым пунктам, реализующим алкоголь. Подобная работа уже проведена по кальянным. Такой комплексный подход позволит не только улучшить правоприменительную практику, но и создать более безопасную, здоровую среду для жителей региона, способствуя формированию культурного общества, свободного от пагубных привычек и зависимостей. Отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі өзекті. Заңның күшейтілген еніне қарамастан, облыста отбасылық, тұрмыстық қатынастар саласында жасалған қылмыстардың саны артып барады. 2024 жылдың қорытындысы бойынша олардың саны 2,5 есеге өсті. Жанжалдар бойынша 6.000-нан астам, оның ішінде 100-і қайталанған хабарламалар түсті. Тұрмыстық зорлық-зомбылық саласында 44 адамның денсаулығына ауыр және орташа ауырлықты зиян келтірілді. 8-і қайтыс болды. Актуальная проблема семейно-бытового насилия, несмотря на ужесточение ответственности, криминализацию правонарушений в семейно-бытовой сфере, их количество по итогам 2024 года возросло в 2,5 раза. Поступило более 6 тысяч сообщений о семейно-бытовых ссорах, из которых более 100 повторных. 44 гражданам причинен тяжкий и средний вред здоровью, 8 погибли. По количеству поступивших обращений в уголовном правонарушении, совершенных в 2024 году в сфере семейно-бытовых отношений по республике, мы на 2-м месте. Принимаются меры индивидуальной профилактики. Число привлеченных к административной ответственности домашних боксеров возросло на 33%. Их более 5000.
В отношении порядка 8 тысяч лиц вынесены защитные предписания, которые под угрозой ареста запрещают нарушителю каким бы то ни было способом вступать в контакт с потерпевшим. К административному аресту на срок до 30 суток привлечено 1716 агрессоров. При выездах сотрудников полиции на семейные скандалы проводится оценка риска повторного совершения правонарушения, проводятся опросы. Оценка риска показала, что более 60% случаев конфликтами в семейно-бытовых отношениях послужили алкоголь и наркозависимость, 14% ревность, 9% социальная необустроенность, по 3% вмешательство родственников и вопросы опеки над детьми, 2% лудомания. В целях оказания комплексной помощи жертвам бытового насилия, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на территории Кустанайской области функционируют 3 центра оказания комплексной помощи в городах Рудный, Аркалык, Лисаковск вместимостью на 40 коек-мест. Буквально на днях открылся еще один центр в городе Кустанай на 40 коек-мест. В них женщины с детьми могут проживать до 6 месяцев. Им предоставляют бесплатное питание, психологическую, юридическую помощь, социальные услуги. За прошлый год в эти центры обратились 193 жертвы бытового насилия. С начала текущего года в системе органов внутренних дел создано новое подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Основными задачами данного подразделения является раннее выявление, быстрое реагирование на любое проявление семейно-бытового насилия, защита жертв, обеспечение безопасности свидетелей, оценка риска повторности насилия и ресоциализация агрессора. Данное подразделение активно сотрудничает с кризисными центрами, медицинскими учреждениями, общественными организациями, чтобы создать комплексную систему помощи пострадавшим и оставаться на связи в течение всего процесса. Любой, кто столкнулся с насилием или владеет информацией о похожих ситуациях, может обратиться за помощью по телефонам 55 81 29 111 150. Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь. Әр азаматтан қаржылық, сақтық пен жеке жауапкершілікті талап ететін мәселе интернет алаяқтық. 2024 жылы мұндай қылмыстардың саны артып, олардың қылмыс құрылымындағы үлесі 25% құрады. Өткен жылы осындай 1264 қылмыс тіркелді. Келтірілген шығынның жалпы сомасы шамамен 2 миллиард теңгені құрайды. Көбінесе алаяқтық схемалар бір-біріне ұқсас келеді. Қылмыскерлер абоненттік номерлерді ауыстыру қызметтерін пайдаланады. Ұрланған қаражат халықаралық аударымдар сервистері арқылы шығарылады және криптовалютаға айырбасталады. Немесе қолма-қол ақша түрінде шекара арқылы тасымалданады. Қылмыстардың негізгі ұйымдастырушылары шетелде отырып, онлайн режимде процесті басқарады. Әдетте полиция әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі хабарландырулар арқылы қылмыстық әрекетте жиі таратылатын дроперлерді анықтайды. Дропы – это номинальное лицо, на которое открыты счета для обналичивания незаконных денег, оформлены магазины, криптовалютные биржи и любые аккаунты в интернете. Всего в Кустанайской области установлено 198 дроперов. К примеру, 3 жителя области занимались посредничеством, забирали денежные средства у обманутых граждан и в последующем по указанию организаторов направляли их на необходимые счета, зарабатывали 10% от поступившей суммы. При личном обыске у данных граждан были изъяты более 14 миллионов тенге. Все они осуждены. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
Наиболее распространенные способы интернет-мошенничества – получение предоплаты, либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям, оформление неправомерных онлайн-кредитов через сайты микрокредитных организаций, инвестиции в зарубежные платформы, казахстанские банки, компании под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, ставки, путем создания ложных аккаунтов, просьба денег, хищение денег со счетов, когда преступники представляются сотрудниками служб безопасности банка, сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах граждан. В большинстве случаев граждане переводили деньги на счета зарубежных банков. Завладение персональными данными граждан, либо деньгами путем направления ложных ссылок. Сложность в том, что эти преступления носят трансграничный характер. За прошлый год порядка 837 интернет-мошенничеств совершались с территории других государств. Что делается? По инициативе Министерства внутренних дел операторами связи устанавливается программное обеспечение, блокируются подменные номера, которыми активно пользуются мошенники. Создано управление по противодействию киберпреступности, имеющее в своем арсенале специальную технику, программное обеспечение. Ранее функции данного управления осуществляло подразделение Киберпол, созданное при управлении криминальной полиции. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности проходят обучение и специализируются на выявлении, расследовании, раскрытии интернет-преступлений. Всего в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержано 25 лиц за совершение более 74 фактов интернет-мошенничества. С выездом в другие регионы были допрошены 209 человек, 11 из них подозреваемые, 198 свидетелей. В системе кибернадзор для блокировки сайтов противоправным контентом в сети интернет направлено более 9000 ссылок. Распространено среди жителей области более 145 тысяч флаеров профилактического характера. Проводится и информационно-разъяснительная работа среди населения. Цель – добиться у каждого пользователя интернет-ресурсов правовой, финансовой, цифровой грамотности, сформировать полезные привычки в отношении кибербезопасности. Как показывает опыт, граждане так или иначе продолжают попадаться на уловки мошенников. Пользуясь площадкой, хотел бы обратиться к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности. Подобная информация о правилах так называемой кибергигиены размещены в наших социальных сетях в участковых пунктах полиции. Если вы все-таки пострадали от действий мошенников или подозреваете, что в отношении вас проводится сомнительная операция, незамедлительно обратитесь в полицию. О наркоситуации и противодействии наркопреступности. В 2024 году в полиции области изъято более 260 килограмм наркотиков, в точности более 4 килограмм синтетики. Вызовом времени стало использование бесконтактных способов реализации наркотиков. За каждым интернет-магазином стоят целые преступные группы с сетью наркодилеров, курьеров, закладчиков. Заблокировано с помощью системы кибернадзор 900 ссылок и ботов, содержащих вредоносный контент, рекламу новых видов психотропных веществ и наркотиков. Ликвидировано 4 нарколаборатории, из которых 2 для изготовления синтетики, 2 выращивания марихуаны. Задержана группа, состоящая из 8 лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств синтетического происхождения путем закладок на территории области. Последние примеры по городу Кустанаю, Рудному, задержание 2 мужчин, которые организовали 2 фитолаборатории, квартиры, в которых выращивали наркосодержащие растения. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. Всего за наркоправонарушение к уголовной ответственности привлечено 102 лица, в том числе
трое несовершеннолетних. Участились случаи вовлечения студентов и подростков в преступные схемы в качестве закладчиков. 3 студентов Кустанайских колледжей занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков. Путем осуществления закладов уголовные дела находятся в суде. Как показывает практика, распространители рано или поздно, как правило, сами становятся активными потребителями наркотиков. Поэтому особенную актуальность приобретает профилактическая работа. Такие мероприятия мы проводим совместно с учреждениями образования, здравоохранения, передовой молодежью, волонтерскими организациями. С ними мы провели порядка 120 акций, встреч, форумов, круглых столов и спортивных мероприятий. Вместе с тем, они помогли нам закрасить около 3000 наркограффити с рекламой наркотических средств. В этом году учрежден Совет по профилактике наркомании, куда вошли спортсмены, общественные деятели, представители управления образования, здравоохранения и блогеры. В целом, для эффективной профилактики необходимо кратно увеличить участие неравнодушных граждан, вовлеченных в процесс, волонтеров, родительское сообщество. Балалар қорғауды қажет ететін ең осал топ болып қала береді. Қабілетке толмағандарға қатысты 76 қылмыс жасалған. Олардың ішінде жыныстыққа қарсы 21 дерек бар. 9-ы өзара келісім бойынша жыныстық қатынасқа түсу, 12-сі зорлық-зомбылық сипаттағы. Әрбір қылмыс бойынша оның жасауға ықпал ететін себептері мен жағдайлар зерттелді. Жауапты лауазымды тұлғалардың алдын алу қою мәселелері қойылды. Тергеушілердің ұсыныстары бойынша 48 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Себептердің бірі құқықтық сауаттылықтың төмен деңгейі, ата-аналардың қараусыздығы мен жауапсыздығы. К ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей привлечено 579 родителей, 57 ограничены права, 76 лишены родительских прав. На учет поставлено 1067 неблагополучных семей и 2706 несовершеннолетних, требующих индивидуально-профилактической работы. Для повышения правовой культуры, осведомленности о современных угрозах проводится разъяснительная работа. За каждым учебным заведением закреплены сотрудники оперативных служб и местной полиции, а также из числа руководящего состава территориальных подразделений полиции. Более 21 тысячи лекций проведено среди несовершеннолетних по тематике наркомании, буллинга, лудомании, половой неприкосновенности. Во всех организациях образования посредством WhatsApp, в родительских, ученических, студенческих чатах размещено порядка 7000 памяток об ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетними. В выходные дни проводятся рейдовые мероприятия по установлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища после 23:00 часов, и развлекательных заведений без сопровождения взрослых после 22 часов. Совместно с психологами школ проводится агитирование. Дети, пострадавшие от насилия, на особом внимании. В городе Рудном и Тобол открыты комнаты для работы с женщинами и детьми, ставшими жертвами или свидетелями преступлений, пострадавших от сексуального насилия. Келесі мәселе жол қауіпсіздігі бойынша. 2024 жылда жол көлік оқиғаларының саны 173%-ға, зардап шеккендердің саны 148%-ға өсті. Олардың негізгі себептері 2024 жылдың маусым айынан бастап қатаңдату жағына есеп берудің өзгеруі. Өткен жылдың маусымына дейін жол көлік оқиғалары денсаулыққа жеңіл, орташа және ауыр зиян келтірілген жағдайда тұлға жарақат алған деп саналған. Қазіргі уақытта
жол көлік оқиғалардан зардап шеккендердің медициналық мекемелерге жүгінген, олардың барлығы есепке алынады. До июня текущего года лица учитывались как раненые, если при дорожно-транспортном происшествии она получила легкий, средний вред тяжести или тяжкий вред здоровью. В настоящее время в учет включаются все дорожно-транспортные происшествия, вследствие которых пострадавшие обратились в медучреждение вне зависимости, есть ли вред здоровью, либо нет. Апаттың негізгі үлесі елді мекендерде орын алған. Онда жол көлік оқиғаларының жалпы санының 80% тіркелген. Сонымен қатар жол көлік оқиғалары зардаптарының ауырлығына қарай және өлім жітімінің ең жоғары көрсеткіші қала сыртындағы жолдарда орын алған. В регионе в основном причинами дорожно-транспортных происшествий является невнимательность и игнорирование правил дорожного движения. В 95% случаев виновниками оказываются водители автотранспорта по их вине. Совершено 1176 дорожно-транспортных происшествий, в которых 79 человек погибло и 1517 ранено. Чаще всего имеет место столкновение и наезд на пешехода вследствие несоблюдения скоростного режима, правил маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Начиная с 2022 года по настоящее время автопарк области увеличился более чем на 32 тысячи единиц. На сегодняшний день по области насчитывается 265 тысяч автотранспорта. Кроме того, регион ежесуточно транзитом пересекает более 15 тысяч автомобилей, чем создается дополнительная нагрузка на дорожную инфраструктуру и, как следствие, возрастают риски ДТП. Несомненно, сохраняется и низкая дисциплина на дорогах, в связи с чем активизирована работа по наведению порядка. В прошлом году выявлено на 14% больше нарушений по сравнению с 2023 годом, в том числе на 93% выездов на встречную полосу. Лишены прав на управление автотранспортом 1243 водителя, что на 3% больше, чем в 2023 году. Арестовано 1393, задержано 1457 водителей в состоянии опьянения. Уголовное наказание понесли 78 водителей за повторное управление в нетрезвом виде. За счет автоматизации процесса фиксации нарушений обеспечивается принцип неотвратимости наказания, исключаются коррупционные риски. При поддержке акимата области с каждым годом улучшается материально-техническое оснащение полицейских. В прошлом году действующим 6 комплексам дополнительно было закуплено 10 мобильных комплексов Oracle Insight и 8 мобильных комплексов Park Ride. В планах приобретения еще 70 единиц служебного автотранспорта, а также нескольких мобильных комплексов автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Внедряем новые методы в надзоре за дорожным движением. Одних из них скрытое патрулирование. Этот метод обеспечивает эффект постоянного присутствия полицейских на дорогах, поддерживает дисциплину и правопорядок. С августа по декабрь месяц таким способом зафиксировано более 4000 нарушений скоростного режима. В настоящее время скрытое наблюдение осуществляется 3 патрульными автомобилями. В областном центре пересмотрен принцип скрытого автопатрулирования. Теперь нарушения фиксируются как в автоматическом режиме, так и непосредственно полицейскими. Расширен перечень выявляемых нарушений правил дорожного движения. Еще одно нововведение – это надзор за дорожным движением с помощью беспилотных летательных аппаратов. С использованием дронов зафиксировано 22 факта выезда на полосу встречного движения. Нарушители понесли наказание в виде в соответствии с законом.
В рамках пилота использовались дрон департамента и 2 дрона департамента чрезвычайных ситуаций. В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции проводится обследование автодорог области. Проведено 33 658 обследований автомобильных дорог, улично-дорожной сети городов и районов центров, по результатам которых сотрудниками полиции выносятся предписания должностным лицам для устранения недостатков в содержании автодорог. К административной ответственности привлечено 482 уполномоченное лицо за нарушение правил содержания автодорог. Жол картасының іске асыру барысында жол белгілері орнатылады. Облыстық маңызы бар жолдарында 2 фракциондық жаяу жүргізуші өткелі, ауылдарда 900-дай жол белгісі орнатылды. Сондай-ақ 10 ескі бағдаршам ауыстырылды. Пользуясь площадкой, хочу довести о некоторых изменениях в законодательстве, регулирующих дорожное движение. 4 октября 2024 года главой государства подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств, цифровизации дорожной безопасности. С 5 апреля текущего года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам. Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры: регистрация полиции, водительские удостоверения категории А1, А или Б, технический осмотр, страховка гражданской ответственности. Для регистрации необходимо обратиться в спецзоны по месту жительства, потребуется удостоверение личности, техпаспорт или при его отсутствии документ, где зафиксированы характеристики мопеда. После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда, оплатить госпошлины. Для удобства граждан осмотры транспортных средств осуществляют сотрудники территориальных подразделений департамента. Заң мен тәртіп қағидатын қамтамасыз ету үшін қылмыспен күресу және қоғамдық тәртіп сақтау біздің алдымызда қойылған басты міндет. Сондықтан облыс тұрғындарын барлық құқық бұзушылықтар туралы нөлдік төзімділікпен қарап, қолдау көрсетуіңізді шақырамын. Тек бірлесіп жұмыс істесек, біз әркім үшін қауіпсіз және заңға бағынатын қоғам қалыптастыра аламыз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңызға болса жауап беруге дайынмын. Генералымызға, баяндамаңызға рахмет. Енді сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Егер сіздерді қызықтыратын сұрақ болса, тікелей эфирде қоюларыңызға болады. Переходим к блоку вопрос-ответ. Первый вопрос у нас поступил от представителей средств массовой информации. В начале марта нам стало известно про инцидент с патрульными и водителем автомашины Lexus. Какие конкретно нарушения со стороны патрульных полицейских выявили во время служебной проверки? Будут ли приняты меры к водителю? И будет ли проведена дополнительная тренировка сотрудников патрульной службы по вопросам этики общения с гражданами? Спасибо за вопрос. В принципе, мы на этот вопрос уже отвечали, давали комментарии, но могу дополнить, что в отношении сотрудников департамента была проведена служебное расследование в рамках дисциплинарной комиссии. Патрульные полицейские освобождены от занимаемой должности. Их руководители также привлечены к дисциплинарной ответственности. Водитель Лексуса, являющийся в то время сотрудником полиции, насколько мне известно, академии был отчислен и уволен из органов внутренних дел. Однозначно в органах, в системе боевой служебной подготовки занятия у нас проводятся, повышение профессиональных навыков, обучение, курсы, направленные на улучшение знаний.
Полагаем, что впредь такие поступки не будут иметь места. Спасибо за ваш ответ. Следующие вопросы нам поступают уже в социальных сетях. Я обратилась в полицию с заявлением по вопросу установки 2 дорожных знаков по улице Наримановская, 68. Таких знаков, как «Живая зона» и «Искусственная дорожная неровность». Хотела узнать результаты. Спасибо за вопрос. Я полагаю, по данному вопросу я поручу управление административной полиции. Вместе со мной сегодня на отчетной встрече присутствуют практически представители всех служб департамента. Вот я сейчас как раз поручаю управление административной полиции. Одновременно с этим полагаю, что нужно будет дать оценку действиям дорожно-технической инспекции. В целом за прошлый год в адрес департамента от неравнодушных граждан, организаций, представителями ПКСК, ОСИ поступило порядка 100 обращений о необходимости улучшения дорожной инфраструктуры. Более того, сотрудники управления административной полиции самостоятельно 39 раз проводили обследование улично-дорожной сети. По результатам обследования в адрес собственников дорог должностных лиц вынесены 39 предписаний. За несвоевременное устранение выявленных нарушений 19 из которых привлечены к ответственности. Всего требуется установка 583 дорожных знаков, оборудование 908 пешеходных переходов, установка 9 регулируемых пешеходных переходов, установка 36 светофорных объектов и 965 искусственных дорожных неровностей. В текущем году в планах региона установка и замена 319 дорожных знаков и 79 искусственно дорожных неровностей. Жауабыңыз рахмет. Келесі сұрақ Жангелдин ауданы тұрғынынан. Жангелдин ауданы көлемінде ауыл тұрғындары өздерінің жеке малдарына қарамайды. Еркін жайылымда жүреді. Соның салдарынан малдың ұрлануы және жол көлік оқиғасында себеп болады. Осы мал бағуды қалай ұйымдастыруға болады? Сұрақтарыңызға рахмет. Негізі бұл сұрақпен біз бірнеше жыл бойы айналысып келе жатырмыз. Соның ішінде малдың иесінің жауапкершілігі бойынша негізі қазір жазып тұрмын, 3 жақты меморандум қабылдануға тиісті. Ол мал иесі, бақташы, жергілікті акимат қызметкерлері осы 3 жақты меморандум қолдануға тиіс. Оның ішінде құқығы мен міндеттері белгіленген. Соның ішінде жалпы мал ұрлығы, мал туралы айтатын болсақ, былтырғы жылы 32 мал ұрлық фактісі тіркелді. Оның ішінде 18 фактісі қылмыстың ашылды, 76 бас мал иелеріне қайтарылды. Жангелді ауданы бойынша 3 мал ұрлығы тіркелді, соның ішінде 2-еуі даладан ұрланған мал. Ол өкінішке орай 2 факті қазір ашылмай тұр, 1 факті қылмыс ашылған, сол мал ұрлығының. Тағы да бір мәселе айта кететін болсақ, сол иесіз малдың иесіз жүрген бойынша 14 факті көлік ережелерін бұзылған бойынша 14 факт тіркелген, жол көлік оқиғалары тіркелді. Олардың салдарынан 22 адам әртүрлі жарақат алды. Мысал айтатын болсақ, 27 тамызда Жангелді ауданы Торға Арқалық жолында Ауди автокөлігімен бір жылқымен сондай автокөлік оқиға болды. Ондай жағдайларда бар арамызда. Өткен жылы 3300 мал иелерінің ауыл шаруашылығында жануарларының жаю қағидаларын бұзу фактілері бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Жангелді ауданы бойынша осындай фактілердің 138 адам жазаланды. Жауабыңызға рахмет. Моя дочь, гражданка Казахстана, находится в Америке. У нее заканчивается срок действия паспорта, в котором имеется действующая виза. Может ли она при получении нового паспорта оставить старый, так как там имеется действующая виза? Спасибо за вопрос. Да, ваша дочь может оставить по закону при себе старый паспорт. Для этого при получении нового паспорта она должна написать заявление в произвольной форме. В нем она указывает номер паспорта, информацию о наличии в нем действующей визы. При получении нового паспорта старый она может не сдавать. Реквизиты адреса всех территориальных подразделений вы можете найти официально на сайте департамента. Можете также просмотреть анкетные данные руководителей. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Костанай потряс телеграм-канал под названием «Мерзость Костанай». Нашли ли администратора? Если да, то какие меры будут приняты к нему? Действительно, в наш адрес поступило несколько заявлений от родителей несовершеннолетних. Администратор канала размещал посты с изображением подростка, информации, порочащей честь и достоинства. Через систему Кибернадзор мы 4 блокировали этот канал. Совместно с Управлением образования Акимата области были предприняты меры по исключению школьников и студентов из этого чата. Кроме того, по факту распространения заведомо ложной информации с использованием онлайн-платформ проводится досудебное расследование. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. В ходе оперативных мероприятий установлен 15-летний житель Костаная, который имел доступ к управлению каналом. Он получал деньги за размещение и удаление публикаций. Правовая оценка его действий будет дана по итогам расследования. Расследование продолжается. Нами проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления всех причастных к правонарушению. В интернете можно встретить не только полезную информацию, но и контент, который может оказать отрицательное влияние на подростков, формируя у них противоправное поведение. В связи с этим хочу обратиться к родителям, к учителям. Внимание обращайте в социальных сетях, где находятся ваши дети, интересуйтесь их кругом общения. Недостаток контроля со стороны вас, бесконтрольный доступ к интернету, а также пропаганда насилия, порнография приводит к тому, что дети становятся жертвами или сами совершают преступления. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Меңдіқара ауданынан. Боровской ауылында көктем және жаз айларында жас балалар скутер, мотоциклдермен көп жүреді. Осы мәселеге полиция тарапынан қандай шара қолданылады? Сұрағыңызға рахмет. Бұл мәселе қазіргі уақытта өзекті. Заңға енгізілген өзгерістер бойынша ағымдағы жылға 5 сәуірден кейін тіркелмеген мопедтер басқаруға тыйым салынады. Мұндай құқық бұзушылық анықталған жағдайда әкімшілік кодекстің 590 бабының 2 бөліміне сәйкес жауапкершілік көзделеді. Енді кез келген скутер және мопедтік толық құжаттандырылады. Қабілетке толмағандар 16 жастан бастап көлік құралдарын өз аттарына аударып және А1 санатты жүргізуші куәлігін алуы тиіс. Мопедті тіркеу үшін тұрғылықты және бойынша арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Өзіңізбен бірге келесі құжаттар болу керек: жеке куәлік, техникалық құжат. Өтінішті толтырып, мопедті тексеруден өткізіп, көлік құралын тіркеу үшін мемлекеттік баждарды төлеу қажет. Қазіргі таңда облыс бойынша 357 мопед тіркелді. Статистикаға тоқтасам, өткен жылы облыста мототехникалық қатысумен 58 жол
көлік оқиғалары болды. 16 факті балалардың қатысуымен орын алды. Осындай апаттарды 4 жүргізуші, оның ішінде 1 бала қаза тапты. 62 адамның 17 бала жарақат алды. Меңдіқара ауданы бойынша бізде сондай-ақ жауапкершілікке 8 ата-ана осындай жағдай үшін жауапкершілікке тартылды. Жауабыңызға рахмет. Следующий вопрос. На улицах города часто встречаются бродячие собаки, они сбиваются в стаи. Более того, сейчас во время прямого эфира к нам обратилась жительница, которая просит наказать хозяина бойцовской собаки, которая пыталась напасть. Она была при этом без намордника. Женщина сообщает, что в полицию она уже обращаться не стала. Куда ей нужно обратиться? Спасибо за вопрос. По вашему обращению мы проведем проверку, привлечем при установлении нарушителя к административной ответственности. В таких случаях необходимо обращаться к участковому инспектору полиции, либо на телефон 102. Этот вопрос один из обсуждаемых на сегодняшний день на разных площадках. В целом, в прошлом году отловом бродячих собак занималась ветеринарная служба. По данным, которые они нам предоставили, было отловлено в городе Кустаная 1200 собак. В текущем году тендер по отлову, стерилизации, вакцинации выиграло общественное объединение «Надежда плюс». С начала текущего года данная организация уже отловила 219 собак, из которых 8 были эвтанированы по показаниям комиссии, примерно 70 особей стерилизованы и вакцинированы. В настоящее время проблема бродячих собак характерна не только для нашего региона, она существует и в других областях республики. Что касается города Кустаная, особенно сложная ситуация наблюдается в частном секторе. В микрорайоне Кустанай-2, в районе Колесных родов, также на дачах по улицам Наримановской и Тобольской. За последнюю неделю из этих мест в приют было отловлено 11 собак. Все они породистые и не дворовые. К сожалению, хозяева оставили на произвол судьбы. Вместе с тем мы работаем над установлением привлечения к ответственности владельцев, нарушающих правила выгула собак. За прошлый год 8 человек понесли наказание за самовыгул домашних животных, а с начала текущего года уже 17 человек. Стоит отметить, что ранее санкции статьи предусматривало предупреждение, теперь же за это нарушение установлен штраф в размере 10 МРП. Спасибо за ответ. Жители района Бимбет-Малин обращаются к нам. Участковый забрал сына в военкомат прямо с улицы. Законны ли действия сотрудника полиции? В настоящее время этот вопрос тоже актуальный. Хочу отметить, что согласно Конституции защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого его гражданина. Граждане республики несут воинскую службу в порядке и видах, установленных законом. Призыв граждан на воинскую службу осуществляется 2 раза в год. Призыв на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. В соответствии с действующим законодательством сотрудники военкоматов вручают повестки призывникам. При невозможности вручения повестки лично, обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел. Нередко юноши призывного возраста не являются в военкоматы по повестке, живут не по прописке, при переезде не встают на воинский учет, а иногда просто бегают от военкомов. Поэтому принудительное доставление призывников – мера вынужденная. Часто при проведении совместных рейдов граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление.
таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставление в военкомат. Должен напомнить, что уклонение от обязательного прохождения воинской службы образует состав административного правонарушения 650 административного кодекса уклонение от подготовки к воинской службе и относится к подведомственности органов Министерства обороны. В соответствии со статьей 744 Кодекса об административном правонарушении, в случае уклонения лиц от явки по повестке в орган, рассматривающий дело, лицо может быть подвергнуто приводу. Данное определение должно быть исполнено органом внутренних дел. За уклонение от призыва на срочную воинскую службу предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Поэтому сотрудники полиции зачастую бывает задерживают и доставляют их в военкоматы. Спасибо. Келесі сұрақ. Құрметті Ерлан Жұмаситұлы, Жангелдин ауданы Торғай ауылында тәртіпті қадағалау үшін бейнекамералар орнатылуы жоспарда ма? Сұрағыңызға рахмет. Негізгі қазіргі таңда Жангелді ауданының бойынша 23 бейнекамера орнатылған. Соның ішінде 21-і Жангелді ауданы Торғай ауылында орнатылған, екеуі қасындағы Жаркөл ауылында орнатылған. Қазіргі таңда әкімшілік, Жангелді аудан әкімшілігі жауабына бойынша биыл қосымша тек қана 5 бейнекамера орнатылады деген бізде ақпарат бар. Сонымен қатар біз Жангелді әкімшілігіне ұсынылғанбыз мүмкіншілік жасап бейнекамераның санын көбейту мәселесі. Негізгі тұрғындар мен қонақтар үшін маңызды қауіпсіздік шарасы болып табылады деп есептейміз. Рахмет. Добрый день. В городе Тобол заметил новые камеры. Что они фиксируют? Спасибо за вопрос. При поддержке акимата области в 2025 году будет внедряться система ЦОУ. Мы уже в городе Тобол, уже можно сказать, что завершаем внедрение. Это установление 70 камер и 5 комплексов фиксации нарушения правил дорожного движения. По завершению будут данные работы проведены и в городе Аркалык, и также в городе Житегара. Будет способствовать профилактике совершения правонарушения, раскрытию преступления. Дополнительной информации мы можем дать дальнейшим департаментам, можете получить дополнительную информацию. Где, в каких местах будут установлены комплексы фиксации нарушения и так далее. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от представителей средств массовой информации. В редакцию поступила информация от жителей Висаковска про задержание подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Прокомментируйте данный инцидент. И какова статистика раскрываемости таких преступлений, каков социальный портрет насильника? Мы это преступление уже комментировали, но вместе с тем давайте дополнительно проинформируем. По факту действий сексуального характера лицу, не достигшему 16-летнего возраста, мы проводим досудебное расследование. В настоящее время 54-летний подозреваемый задержан. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле департамента полиции. Персональные данные преступника на данный момент разглашать не имеем права, согласно законодательству. К сожалению, несмотря на ужесточение ответственности за насилие над детьми, в том числе сексуальное, за последние 3 года в регионе
существенных изменений в статистике не наблюдается. В 2023 году было зарегистрировано 32 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в прошлом году 21 преступление. Исходя из проведенного анализа, более половины этих преступлений совершают люди из близкого окружения ребенка. О большинстве фактов мы получаем информацию от медицинских учреждений, которые обязаны сообщать о случившихся случаях беременности среднесовершеннолетних, не достигшей 16-летнего возраста. Пример: в 2024 году в регионе было зарегистрировано 21 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, из которых 14 случаев это как раз те, когда действия происходили по обоюдному согласию. Не все факты происходят в семьях, которые находятся в группе риска и на учете полиции. Есть факты, когда такие события происходят в полной благополучной семье. Для предупреждения такого вида преступления на постоянной основе проводится полицией воспитательная, профилактическая работа в стенах учебных заведений, также по месту жительства. В этот процесс вовлечены классные руководители, психологи школы, инспектора по делам несовершеннолетних. Для выявления фактов насилия и буллинга над детьми ежеквартально школа проводится анонимное анкетирование. Вместе с тем, за ненадлежащее выполнение родительской обязанности за прошлый год мы привлекли к ответственности порядка 600 родителей. 76 лиц, родители, лишены родительских прав, еще 57 ограничены в правах. Наибольшую тревогу вызывают дети, которых мы устанавливаем в ночное время на улицах и увеселительных заведениях. Именно в таких условиях дети могут стать жертвами преступления. Только за прошлый год мы выявили более 4000 фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения законных представителей. Лица, допустившие правонарушения, понесли наказание. Обращаю внимание родителей на важность контроля за безопасностью ваших детей, особенно в ночное время. Мы настоятельно рекомендуем не отпускать детей одних ночью. Так, в это время они могут столкнуться с опасностями, которые могут привести к неприятностям, также трагическим последствиям. Спасибо. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Почему патрульные автомобили ездят с тонированными задними стеклами? Не создает ли это условий для незаконных действий? Спасибо за вопрос, но на этот вопрос мы тоже уже неоднократно давали информацию. Нанесение пленочного покрытия на задние стекла автотранспорта действующим законодательством не запрещено. В целом работа патрульных нарядов прозрачна, контроль нарядов мы постоянно проводим. Патрульные полицейские 100% оснащены смарт-жетонами. Устройство это позволяет круглосуточно вести запись в режиме реального времени. Изображение выведено в ЦОУ. Если вы стали свидетелем неправомерных действий сотрудников полиции, в том числе патрульных и иных других служб, контактные телефоны нашего департамента доступны на сайте, можете обратиться ко мне, к службе собственной безопасности. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Устанай всегда славился своей чистотой, но после таяния снега на улицах наблюдается огромное количество мусора. Проводится ли работа по привлечению к ответственности лиц за загрязнение территории? Спасибо за вопрос. Актуальный вопрос. Мы по всей республике проводятся акции, экологические акции «Таза Казахстан». С прошлого года у нас в настоящее время создано 38 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники полиции,
представителей акиматов, средств массовой информации, общественности. В ходе 3000 совместных рейдов выявлено 44 несанкционированные свалки. Были собраны соответствующие материалы, направлены на местные исполнительные органы для дальнейшего рассмотрения и привлечения к ответственности. На данный момент из 44 20 свалок ликвидированы. Более того, мы выявили более 10 тысяч нарушений правил благоустройства и свыше 3000 случаев загрязнения общественных мест. Виновные были привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных взысканий штрафов составила более 50 миллионов тенге. Призываю всех жителей активно участвовать в уборке дворовых территорий и поддерживать чистоту в районах, в городе. Я придерживаюсь такого же правила: чисто не там, где метут и убирают, а там, где не ставят. Спасибо за ответ. Не раз слышал, что в Костанае таксисты ездят под наркотиками. Были ли случаи привлечения к ответственности? Спасибо за вопрос. Ранее для того, чтобы привлечь водителя к ответственности, необходимо было установить степень наркотического опьянения. Теперь с 13 марта текущего года в административный кодекс введена новая норма — немедицинское потребление наркотиков. Теперь достаточно зафиксировать наличие наркотиков в крови или моче, которую он мог употребить даже месяц назад. При этом не имеет значения, вызвало ли это опьянение. Эта статья распространяется не только на правонарушения в общественных местах или за рулем, но и в случаях, происшедших в квартире, частном доме, дворовой территории, в любом месте. За это правонарушение предусмотрен штраф первый раз в размере 40 МРП или административный арест на 10 суток. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 80 месячных расчетных показателей, либо арест до 20 суток. В настоящее время в области мы по этой новой норме привлекли к ответственности 17 человек. В Кустанае 9, в Рудном 3, в Житикаре 3, в Карабулыкском районе 2 человека. Спасибо за ответ. Уақыттың шектеулі болуына байланысты есептік кездесу өз мәресіне жетті. В связи с ограниченным временем регламентом мы завершаем нашу отчетную встречу. По всем поступившим вопросам нами будут дополнительно предоставлены ответы. Спасибо. Рахмет.